Товарищ полковник, личный состав учебного центра, развод на занятия построен. Командир роты учебного центра, капитан Борцец. Здравствуйте, товарищи! Здравия, товарищ полковник! Хорошо отвечаете. Служу республике Абхазия! Вольно? Вольно! Вот государственный флаг Республики Абхазия. Верно? Равнение направо. Слушаем приказ об организации проведения боевых стрельб в соответствии с планом подготовки новобранцев. Приказываю 1 июня 2022 года на участке для стрельбы Нижняя Шера провести занятия по огневой подготовке с выполнением боевых стрельб. Занятия провести в строгом соответствии курса стрельбы стрелкового оружия. Требую выполнения всех требований безопасности. Контроль за настоящим приказом возлагаю на заместителя начальника учебного центра майора Аргун. Вольно! Смиря! Направо! Перестроиться колонну по 3. Равняйсь! Смиря! Стрим шагом! Марш! Сегодня у нас завершающий этап курса общевойсковой подготовки молодого пополнения перед присягой. У них, согласно приказа, упражнения начальных стрельб проводятся сегодня стрельбы боевые. Мы эти стрельбы проводим в населенном пункте Нижняя Шера. Занятия по огневой подготовке, но с применением боевых стрельб. То есть военнослужащие получают практику во владении стрелковым оружием. Это непосредственно автомат Калашникова. Каждый военнослужащий стреляет, получает личную оценку. Смиря! Руко! Шагом! Марш! Вместе! Стой! Руко! Выровняй! Противник силами морского десанта высадился на морском побережье. Выдвигается в нашем направлении. Наша мотопехотной роте поставлена задача отразить наступление противника и перейти в наступление. С 3 мая у нас начался весенний призыв. С 3 мая у нас с призывного пункта в пункт постоянной дислокации новобранцы готовятся к принятию военной присяги. Сегодня они сдали зачеты по огневой подготовке. Личный состав был допущен к стрельбе. Военнослужащие, которые не сдали зачеты и требования безопасности, их к стрельбе не допускаются. Сдали. Сегодня каждому из них мы выставим индивидуальную оценку. И самое главное, мы получили практику по владению стрелковым оружием. Также воспитываем у личного состава уверенность в действиях в ходе оборонительного боя, а также взаимовыручку и уверенность в бою.
أبخينات يرى учебный центр هنياز أجر يها قال أزري حي كان وجم سيس وزوم يحي خس حقتهم أخا خو ماجك يحي خس هو بس بيانكو أخا وبري نساك بيشجعنا أرزو خس هو بخا توبا أنش ترز وشنا شرش كتجيش بود شاء يغنر خمي برجاز شاء رجال أزر بزي خاز يردر ورا تشخود يردر وجه أروح تعيني لك واجي ياتسر زورا تشخود ناس شخصيك بشكل نتقلا واحد خم كناج أروي دبزيني خمي بيجو تسبيانا جو Рональда присяга щодо за баси пшуко практика що хисвета хисраха раб хадзаку нашхала шурфама абджирван зе шукхазна абджирван зе хана хая бас хазиги айцна солдат личный состав айцна я ба нижняя шира хази ждырот нас раб хадзаку но пеха хар хуй добра вау зараб зиру пеха хала хар хуй добра офицер чади но ورد كيتابو بيدارة ده استجرت في جهاتنا ناس يسهر هزيب شراب خلحانا حشزو أحسن خاحر زبدات كل عرش شزقز وجيش بزي بشخامن ايه هر تر براس شجيدو برا هرت بافيسكا هيرزما وي ايه هرت ناس خالح قويات اخنا بافيسكا هزما تزيد ناس حيتسنا براخ هاي خالة هاي يا خاح قلت ها هاي دارت زيبشو خباب خود صدرهم راب خزا عب خل صدرهم بيزا جوين خندني خاخنا يخان ونغرنا يحتر بوتا خسرفا نسي خيزش بزيبش دارا زاح واو زار بزيو زاح بيسبي بعكزش بود في سيرت شعات سني تبوب دارا زورت خزا استجرت فجأة عرض نتصورا شو خسر أنا استوش بستازارا عرض يد شو حلوة هاي وشي شاش صدرهم لك أنا زاها صدرهم بزيو برنالد تبو بيدوتسا نعمل شاور تبو ياشا نبجرز نقوشة ياشا نخصشة شجاب شالا نقوشة وبرس يتسجي يتحبا كوزرة شوب يخيام شوي بويبش دارة زر خبزيني من برقة تحقيانا قد مشهور ده يا حزيجي زيج نقدزنا يشوختي بشرخم يبكنا يخيام أتوبا شتاتنا رمي نقلو بحثو دارة زا هرا قيانا قد وبرا يخني وچاست كون أنا رخت كون أنا ياشن رخم يبرقود Смирно! Равнение на середину. Товарищ полковник, личный состав учебного центра выполнили первые начальные стрельбы. Командир роты учебного центра капитан Барцец. Всему личному составу за успешное выполнение поставленных задач объявляю благодарность. Ура! 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 Сахьёб, ахасра салагойт. Ротный пулемет Калашникова ахцуб офиса злахысва амруга. Хампада схысхитис дакамква и вторует убрязухан офиса схрау хажгидыкадзам схала схысвой. Яша не хакует. Испарызи скопхе мачка субгасыхвой. Первые дни, они самые такие немного тяжелые, трудные для новобранцев. Для них это все новое. Офицеры, командиры взводов, назначенный командир роты проводят с ними занятия. Согласно плана, согласно распорядка дня, который утвержден
в Министерстве обороны. Планово мы их подготавливаем к военной присяге, а в дальнейшем уже распределение. Мы их готовим, так скажем, втягиваем их в армейскую среду, ограничиваем их в телефонах, то есть телефоны мы у них в течение этого 30-дневного курса подготовки мы у них изымаем, то есть им пользоваться не разрешается, нету интернета. Для молодого человека это немного непривычно. Это самые такие первые 2-3 дня таких тяжелых, а потом потихонечку военнослужащий осваивается, адаптируется к воинской среде. Четкий распорядок дня. Подъем в 6 часов утра, утренняя физическая зарядка, дальше завтрак, занятия, обед, ужин, все согласно точного распорядка дня. Никто распорядок дня у нас не нарушает, это утверждено приказом министра обороны. Обсуждение приказа недопустимо, а невыполнение, неповиновение является воинским преступлением. Сейчас мы идем в учебный центр, непосредственно где дислоцируется личный состав. И для размещения каждого подразделения предусматриваются следующие помещения. Это спальное расположение, учебный класс, канцелярия роты, комната для хранения оружия, комната досуга. Все эти помещения мы стараемся оборудовать в установленном порядке. Буквально недавно, вот сейчас, где мы стоим, у нас этот плац, где проходит подъем государственного флага, где проходит построение. Вот эти баннеры, которые вы также видите, это наглядная агитация. В этом нам помогает, не могу не отметить, сотовая компания Mobile во главе с генеральным директором Борисом Барцыц. Также большое им спасибо. Руководство именно Министерства обороны также особое внимание уделяет учебному центру новобранца, а непосредственно курирует учебный центр первый заместитель министра обороны генерал-полковник Цвижба Беслан Андреевич. Умывальное помещение, где личный состав, это горячая вода. Недавно у нас завершились ремонтные работы. Это душевой нашей, сушильной комнаты. Это в этом призыве мы завершили работы. Смирно! Вольно! Вольно! Где личный состав после отбоя, происходит отбой личного состава, отдых, то есть кровати, подушки, все установленного образца по армейской среде, тапочки, одеяло, подушки. В каждый это банно-прачечный день есть, когда мы белье сдаем, все это моется, получает старшина роты, выдает каждому военнослужащему. Все чистенько, аккуратно. И вот следующий призыв мы запланировали, здесь будет производиться полный ремонт. На каждые сутки назначается дежурный офицер, который несет службу в вечернее время, то есть целые сутки он дежурный, где он выполняет, также следит за точным выполнением распорядка дня, также несет службу в отведенном месте непосредственно. А здесь это комната дежурного, да, где на звонки и контроль суточным нарядом он осуществляет дежурный по учебному центру, выполнение, также точное выполнение распорядка дня, прием пищи, личный состав спускает строем, поднимает строем, все контролирует дежурный офицер, который назначается. График утвержден мною, по очереди дежурят и следят уже в вечернее время за личным составом. Это на сутки? На сутки, да. Заступает дежурный офицер, дежурная смена, выдается, где контролируются у него ключи от комнаты для хранения оружия. Ужпе чарнс арамацурас хуско учебный центр хаму чимас уже хаймачу. Прихатский се хаймачу. Хочебси куп яцу. Излым шогёб я шогима я хайгб уже. Я за чар я хай гоша спит я ирылшот я. Ачма зарагана хала хабуша ра ялышкава мамзарки ичмазуни яйвоги рацшо. Ичмазуни яйвоз анке хайрацшан апхе утрапхе аз ачар уже имачуп уже чера нас грипп вирусный грипп нас уже
убырт хыгәшьыкра арачмазцәан агрипп зыхьуаз ашора рыман, аха уажәы ргәабзиара бзиоуп, иаҳа еиӷьуп ргәабзиара. Товарищи военнослужащие, у нас тема занятия общевоинские уставы Вооруженных сил Республики Абхазия. Всем понятно? Да, точно! Так, рядовой Киркинадзе. Я! Обязанности дневального пороте. Дневальный пороте назначается из числа солдат. Он отвечает за сохранность находящихся под его охраной. Оружие, ящиков, пистолетов, имущество роты, личных вещей солдат и сержантов. Очередной дневальный пороте несет службу внутри казарменного помещения, у входной двери. Дневальный пороте обязан никуда не отлучаться из помещения роты, не предупредив дежурного пороте. Постоянно следить за комнатой хранения оружия. Не пропускать в помещение посторонних лиц. Сейчас я вам показываю упражнение, как принимается строевая стойка. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Смиря! Рядовой Киркинадзе! Выйти из строя! Налево! Шагом! Марш! Направо! Налево! Кругом! Марш! Для выполнения воинского приветствия начальник слева! На месте! Стой! Рядовой Киркинадзе! Ко мне! Товарищ старший лейтенант, рядовой Киркинадзе по вашему приказу прибыл. Встать в строй! Есть! Подбородки возьми. Принятие военной присяги ко мне. Товарищ полковник, рядовой Кицка, для принятия военной присяги прибыл. Есть! Сара, Кыц, Паранальд, Рафаэль, Ипа, Кутурова, Тупа, Свой, Сапсан, Галапсыган, Кара, Гуд, Псыкалас, Шазыху, Иступав, Уя, Конституция, Закон, Бэй, Сыцкирала, Сашрупну, Караба, Тышина, Саксуара, Пара, Бэй, Арпыза, Чай, Ай, Абачай, Рыцаква, Иступав, Сыра, Туап, Шишак, Нагой, Шинасык, Сыжлар, Исапсадкин, Абстыган, Кара, Хакуй, Трей, Ахапшам, Рышак, Кулышай, Хатарала, и Шисык. Узор Республики Абхазия. Рядовой Бирулава. Для принятия военной присяги ко мне. Товарищ полковник, рядовой Кицка военную присягу принял. Товарищ подполковник, рядовой Бирулава для принятия военной присяги прибыл. Сапсан Гелаш, через Сазахьев. Сара Бирулава, Тимур Сергеевич,